Сейчас ведь только в Крыму. Там очень хорошо, говорят. У меня дочь с внучкой отдыхают там. Учитывая обстановку в сфере турбизнеса, сегодня нам крупно повезло. Только приехали в турагентство и сразу клиент. Дамира Давлетшина уже через неделю поедет в Симферополь. Главное, говорит, надеть маску, перчатки и можно на пляж. А чего бояться? Надо всегда смотреть вперед, не оглядываясь назад. Если одних устраивает отдых в России, то другим подавай турецкие берега да балийский загар. Однако последние уже пересматривают свои планы. За границу летать нельзя, турагентства начали аннулировать путевки на июль. Денежные средства туристов остаются на депозитах. И, пожалуйста, туристы пусть не волнуются, они никуда не пропадут. Этими средствами можно воспользоваться, как только стабилизируется обстановка. Сейчас отдохнуть в Стамбуле можно, если только приехать вот в этот Казанский парк. По-другому никак. Границы закрыты, и за все время режима самоизоляции выездной туристический поток в республике многократно упал. И постепенное снятие ограничений вселяет уверенность турагентов. Они говорят, раньше над нами сгущались тучи, сейчас мы наконец-то видим просвет. Свет в конце тоннеля – это внутренний туризм. На него в Татарстане и делают ставку. Рекламу республики еще неделю назад сделала глава Ростуризма. Не забывать про регионы Большой Волги. Это и Тверская область, Ярославская, Нижегородская, Республика Татарстан, где много качественной инфраструктуры. Привлекать россиян в республику должен проект «1001 удовольствие», говорит Сергей Иванов. На выбор путешественникам сразу 8 маршрутов. Туристический поток восстанавливается и очень медленно. На сегодняшний день мы имеем порядка, наверное, 25%, может быть, даже максимум 30% от того туристического потока, который был, скажем, в это же время... В среднем там, да? Да, в среднем, в 2019 году. То есть примерно это 1/3. И динамика положительная есть. Пляжи курортных городов России сейчас все больше заполняются туристами. Вот так выглядит набережная Сочи. Немало людей на пляжах в Крыму. Только вот, как видно из кадров, сделанных самими туристами, в клубах и барах ночью про масочно-перчаточный режим будто и не слышали. А социальной дистанции тем более. В Татарстане туристов пока немного. Гостиницы заполнены всего на 15%. Но турбизнес республики выжил в условиях пандемии. Несмотря на прогнозы, не закрылся ни один туроператор. То же самое касается гостиниц. Чем чаще россияне будут выбирать Татарстан как место отдыха, тем быстрее туризм и гостеприимство в республике снова восстановятся. А это необходимо. Из-за пандемии уже сейчас без работы остался каждый третий специалист этой сферы. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.